Нерен нерги болун илин сурунал каналын көрәтчүләр. Бүгүн биһэхэ ылжыттыр Кыргызстан курдук дойдуттан Биллилях Манасовет ученый Канат Жалилович Садыков. Уважаемый Канат Жалилович, мы вас приветствуем на земле якутской. Вы вот уже несколько дней здесь. Как наши холода? Я ожидал, честно говоря, большего. Имеется в виду, что лучше у нас, как говорят, не знаю, чем несколько раз услышать об этих холодах, лучше самому один раз испытать, как и все, что есть. На самом деле не так страшно, как это казалось. И у нас не бывает минус 30 и выше, а здесь бывает, оказывается, минус 30. И это считается, что это только начало холодов, и не так страшно, и все еще впереди. Да, я уже начал привыкать за 3 дня, что минус 30 это нормальная температура. Хорошо, отлично. Вот вы приехали по приглашению Северо-Восточного федерального университета. Вы побывали в филологическом факультете, встречались со студентами, лекцию очень интересную прочитали. И еще была встреча в институте Олонхо. Вот каковы ваши впечатления от университета, от студентов, от этих разговоров? Ну, вообще, конечно, в Якутске Северо-Восточный федеральный университет, крупнейший вот в этой зоне северо-востока. Я здесь в первый раз, но я должен сказать, что атмосфера, которую я увидел, сам находился в ней, читал лекции студентов, она мало чем отличается от той жизни, которой живет крупный федеральный университет вообще в России. Вы представляете ректорат, вы советник ректора Кыргызского национального университета имени Юсупа Баласагына. Вот мне интересно, вот это такое уважение, да, вот к мыслителю, поэту Баласагыну. А вот с какого года университет носит его имя? Наш университет получил и носит это имя, если я не ошибаюсь, до в целом 91-го года мы имели статус Кыргызский государственный университет. После 91-го года, с года 96-го мы получили статус национальный университет. И с 97-го года мы являемся Кыргызским национальным университетом имени Юсупа Баласагына. И при входе в главного корпуса был установлен памятник мыслителю эпохи Караханитского государства. Центр этого государства находился в 2 городах. Нынешний Токмок, центр Чуйской долины, и Узген, это почти рядом с городом Ош на юге. И это и послужило причиной того, что наш университет носит имя этого мыслителя. Дело в том, что он еще и автор известнейшей поэмы начала 11-х годов является. Юсуп Баласагын написал поэму «Кутатку Билик», что означает поэма о счастье, об обретении счастья. Или по-другому она называется «Как управлять государством, чтобы оно стало счастливым». То есть это мыслитель, который написал поэму, посвященную тому, как управлять государством, чтобы оно было счастливым. И основное содержание этой поэмы составляет те этические принципы, которыми должен руководствоваться правитель,
для того, чтобы его народ, государство были счастливы. Вот этот труд очень ценился. как я Счастливое понял. знание, да. Счастливое знание. Счастливое А знание. то есть белик это знание. Билим. Да, белик знание. Бели. Это Ну, у нас мы тоже, говорим да. по-кыргызски билим, например. Белим. Исходный язык, которым пользовался Юсуф Баласагуни, он был языком, ну скажем так, тюркско-уйгурского вот такого вот содержания, можно сказать так, направления. Дело в том, что очень долгое время алфавит, которым пользовались в уйгурском таком вот территориальном подразделении, это караханитское государство, этот язык был не арабский, а именно уйгурский, в основе которого лежал наш общий тюркский язык. Да. Поэтому эта поэма написана не на арабском языке, а на таком вот средневековом тюркском языке, уже который сформировался к X веку на этой территории, охватывающая современную Киргизию, далее территорию вот Кашгара и Синьцзяня, если вглубь именно той зоны, скажем так, жизни тюркоязычных современных уйгуров. Это как Центральная Азия. Центральная Азия, да, Центральная Азия больше, да. И южная вот такая вот часть, она не доходила до Ташкента, она больше была связана с территорией Узгена, Аша, города Ош. Вот это та зона, которая в свое время в начале XI века принадлежала Караханитскому государству. И вот эта поэма Баласагуни очень ценился в те времена. Она высоко ценилась. Да. И много вариантов, как я понял, переводов. Ну да, конечно, переводов много, потому что, в принципе, она потом уже и была, наверное, да, графика была арабская, а язык был вот такой вот тюркский язык, наш общий, да, действительно, корень, да. Ну, в корне. А на русский язык он переводился позже, да? Ну, уже, можно сказать, ближе к периоду, ну, скажем так, на границе начала XIX века. Ну да, вот эти русские переводчики, которые, в принципе, исследовали этот район, а после этого этот район стал, скажем так, частью царской Российской империи, вот этой зоны территориальной. Поэтому интерес был, конечно, в основном у российских ученых, востоковедов, философов, востоковедов, тюркологов, вот в этом аспекте. Вот вы занимаетесь эпосом Манас, вы один из специалистов, да, в Кыргызстане, которых, как мне говорят, не так много. И вы же защищались свою кандидатскую работу. И мне вот очень интересно, вот у вас статья, в которой вы связываете с историческими реалиями, да, вот то, что описано в Манасе. Вот это очень интересно. То есть Манас — это все-таки о реальной истории. Ну, по большому счету, эпос, он и рождается как жанр словесного искусства, который связан с новым этапом жизни народа, с централизованной государственностью или этнической самобытностью, по крайней мере. Не всем этносам удалось создать какие-то формы государственности, но территориально и этническая, скажем, идентификация себя или самоидентификация возникает только тогда, когда у части народа формируется так называемое сознание не чисто мифохудожественное или сказочное, а именно эпическое. Эпическое подразумевает несколько иной масштаб осмысления реальности и подачи
понимание этой реальности вот в лице героя и его деятельности. То есть это, конечно, в первую очередь история народа, это во вторую степень это осмысление этой истории через вот, восприятие героических подвигов. И, естественно, там нет прямой исторической фактологии, но без того этапа, скажем, художественного сознания, который формируется у народа, он может говорить в целом о понимании мира, но ситуацию, в которой должен быть герой, это умение жертвовать своей жизнью, своей деятельностью для того, чтобы народ, семья и такие понятия, как любовь семейная, там, разлука, все эти вещи, они были очень остро поняты. И человек, кто знакомится с этим эпическим сказанием или даже сам как бы является носителем этой части, он говорит о самых ценных вещах внутри этнической культуры. То есть там нет выдумки такой, которая была бы, скажем, обращена только к сказочному мифологическому периоду. Пусть тема идет такая, основная, что герой борется с героем, то есть с противником, который похитил жизнь или душу, или физически просто забрал любимого человека, но тема борьбы за такие ценности, как семья, род, за понятие, ну, скажем так, ценности этих категорий, очень важных для сохранения семьи, рода и территории, это уже категории, относящиеся к эпической поэзии. И вот сопоставляя эти вещи, вот, скажем, якутский Олонхо, могу сказать, что у Олонхо темы более шире даже, чем у эпоса Манас. Эпос Манас, он более историчен, и тут получается, что герой представляет именно этническую, такую вот ярко выраженную характеристику, потому что там он борется с конкретным этническим противником. А вот Олонхо, он поднимает это противостояние на уровень уже этических высоких категорий, и это увеличивает масштаб философского осмысления мира. То есть герой представляет не только свой этнос в данном случае, он представляет как бы человечество. И часть вот этого человечества именно в лице героя. Поэтому я бы отнес к, ну скажем так, Олонхо и самого Батыра, который изображается в нем, к мифологии героизма в большей степени. Героическая такая история, да? Да, героическая мифология, именно мифология, да, потому что если история, то мы, значит, вот уходим в сюжет несколько узкого фактологического характера, где как рожден монаси, он, да, где был рожден, от кого рожден, из какого рода племени и с кем он боролся в течение своей жизни. Это очень хорошо, но это этническая история все-таки. А в якутских Олонхо герой носит, ну скажем так, этническую самобытность, но все, за что он борется, это уже вырастает до масштабов мифологического противостояния. То есть светлый мир, темный мир, мифическое божество и реальный почти человек с чувствами человеческими в лице, скажем, этого героя. Вот этим эпос и отличается чисто от мифологии или от даже вот в исследованиях эпоса, ну как бы стадиально говорится о том, что мифологическое мышление и способы осмысления мира первичны. Мы в принципе обожествляем важнейшие силы природы: Солнце, Луну, вот, и другие такие масштабные, скажем, природные явления, и в том числе зло, добро и борьба — это может быть противостояние уже мифологизированных образов Солнца, Луны, ночи, холода и других понятий. То есть это
уже борьба человека как бы в масштабе мифологических противопоставлений. Как бы зарождение жизни. Да, сказочные противопоставления это, в общем-то, такой вот уровень, который не заряжен энергией противостояния и борьбы, ну, скажем, вымышленного, уже привязанного к было или не было. Вот эпос отличается тем, что никто не скажет, что Нюргум-Батура не было. Точно так же и героический эпос кыргызов, и те люди, которые заражены этим эпическим мышлением, они скажут: нет, это был такой человек, герой, носил имя Манаса, у нас сколько угодно Манасов ходит сейчас по улице с этим именем, но подтвердить исторически не имеет смысла, потому что, в принципе, это не история одного человека, это история и принципы жизни целого этноса. Да, народа. Да, а сказать не было этого народа, как и не было Манаса, ну, это глупо. Я считаю, что, скажем, таким прямым сопоставлением или противопоставлением не имеет смысла даже изучения. Да, эпос историчнее, чем миф, да, эпос историчнее, чем сказка, но это не говорит о том, что все, что в эпосе говорится, это реальная история. Иначе тогда бы, скажем, не было бы такой важной категории, как художественное мышление, которое предполагает другой уровень осмысления. Канат Жалилович, а вот интерес к Манасу у вас когда сложился? В студенческие годы или позже? Ну, я должен сказать, что, может быть, даже раньше, чем студенческие, потому что особенность именно, вот, скажем, такой вот, это студенческие филологического направления. Кто считает себя, что он должен как бы считать себя, ну, филологом в полном смысле, он обязательно должен знать Манас. Если ты сам еще и этнический кыргыз, то, скажем, изучать Одиссею и не знать Манас неэтично по отношению к своему собственному народу. Но, будучи филологом, я просто обречен был обратиться к этой теме Манаса. Но это еще и связано чисто с семейными нашими внутренними традициями, потому что у меня отец народный поэт Кыргызской республики. Он не только поэт, но и драматург, и один из первых, кто, можно сказать, на сцену практически способствовал тому, что на сцене театра кыргызской драмы были поставлены 3 пьесы вот такого эпического, героического характера. Первый — это сперва ставился Семетейсын Манаса. Ну, это масштаб Манаса, он так вот, отец, видимо, решил, что слишком высок для того, чтобы сразу вывести это первым. Апробация была на постановке, драматической постановке этой. И вместе с этим Семетей, он больше заряжен на трагическую вот такую вот историю, потому что Семетея история начинается именно с гибели Манаса, когда он умирает. Вся эта история носит очень сильный такой вот трагический, конфликтный, воинский характер, и все монологи, которые там звучат, они носят, можно сказать, глубоко патриотический воспитательный характер. Этим эта пьеса, ну, скажем так, оказалась в очень выигрышной позиции. И как автор этой пьесы, отец он и все актеры, которые впервые ставили эту пьесу на сцене Национального драматического театра, они были удостоены высоких государственных премий. Вот мой отец, он создатель этой не одной пьесы, а целой трилогии. По Манасу. Далее, да, по Манасу. Далее, когда уже наступил период государственности, такой независимости 91-го года, отец участвовал в конкурсе на гимн Кыргызской республики. И слова гимна — это
одним из центральных авторов, там их двое было признано, является мой отец Джалил Садыков. Я, можно сказать, обречен был стать монасоведом по семейным нашим так, большим да. глубоким традициям. И я должен сказать, что я этим и горжусь, и, конечно, чувствую большую ответственность за, ну, скажем так, вот вопросы изучения Манаса, его популяризации, правильного его научного трактования и понимания. Да. Вот вы выступали с лекцией, да, вот «Картина мира Манасе Лонхо», то есть Да. сравнительный анализ. И я так почувствовал, что вы очень хорошо, широко, глубоко знаете вообще в целом историю эпосов мира, да? Да. Вот, и мне кажется, это было очень интересно нашим студентам, что вы как-то интересно это подали, да, вот такой разговор. Поэтому вот, ну, то, что эпос, это, наверное, все-таки в народе он больше как воспринимается как история, как что-то, ну, из прошлого. Прошлое, да, в основном. А вот я, но с другой стороны, вы же сказали, что в школе есть предмет монасоведения, да? Да, у нас не только в школе, а в программе высшей школы, университетских программах, как и было ранее, в свое время, так называемые дисциплины государственного компонента предполагают обязательное изучение, независимо от, скажем так, национальной принадлежности самого студента, изучение и, ну, познание там государственного языка. Ну, кыргызский язык как государственный изучается в школе. Вместе с тем его, скажем так, чисто профессиональное применение требует того, чтобы он был еще в составе стандарта по высшему образованию. Мы знаем, что мы изучаем хотя бы один иностранный. Если получается два иностранных языка, а это, как правило, английский, немецкий, французский где-то еще, может быть, это тоже является частью стандарта. И поэтому мы смотрим, что, скажем, если человек достаточно образован и культурен и считается обладателем там диплома высшего образования, он вместе со всеми этими компонентами обязан кое-что знать из истории изучения эпоса Манас. То есть хотя бы знать, сколько вариантов этого текста было в свое время ну, признано как основные варианты. Это имена крупнейших сказителей, это история изучения этих вариантов. И как минимум, ну, скажем так, основное ядро сюжета этого эпоса должно составить, ну, скажем, элемент гуманитарного образования. В первую очередь, конечно, людей филологического воспитания. А для программ вот тех, кто занят естественно-научной и профессиональной подготовкой, это должно быть одним из элементов, точно так же, как и языковая подготовка. Культурологическую подготовку, скажем, людей с высшим образованием никто тоже не отменял. Если обратиться к истории российского, скажем, высшего образования, то мы все прекрасно знаем, что в свое время русские былины в университетах не изучались, но Гомера никто не отменял, и Одиссею, и Илиаду, и имена, и сюжетные основные в античной литературе вместе с именами всей мифологии греческой, античной, это составляло, ну, скажем, базис культурного человека в России, кто мог считать себя, значит, вот хотя бы, если не полностью знающим вот эти все эпосы, а по крайней мере способным разговаривать на эту тему. Если он не знал, что, кто такой, скажем, Ахилл, то считалось, что это, с этим человеком, как с владельцем там, такого университетского образования, даже разговаривать не о чем. Это элемент культуры. Я считаю, что в принципе такой подход справедлив. Да. И это, мне кажется, очень хороший пример. Да, могли этому последовать и другие республики, страны. Ну, безусловно, я считаю, что, скажем, не все могут
похвастаться даже наличием такой масштабной эпической культуры. Я считаю, что эпос это не просто там какой-то сюжет, там, ну, может быть, там 3-4 эпических сказания, которые можно выучить и так далее. Нет, это свидетельство наличия эпического сознания внутри носителей этой культуры и как свидетельство, ну, скажем, такой зрелости этой культуры, которая может гордиться тем, что на определенном этапе народ в целом, этнос, создал эти картины эпического масштаба. Потому что мы знаем, что, скажем, ну, это не элемент, там, скажем, превосходства, а если ЮНЕСКО признает мировая, там, скажем, в данном случае, ну, шедевр. Да, как мировой шедевр, это же международная ООНовского масштаба организация, то, естественно, я думаю, что, скажем, изучение этих элементов культуры надо включать в состав образовательного вот такого вот фонда собственного вот, на территории республики, государства, части тех, ну, другие, скажем, этнические параметры, они сами по себе требуют, чтобы, скажем, человек знал, почему его зовут Нюргун. Точно так же, почему этот мальчик носит имя Семетей. Это часть культуры. И она вот как бы приближает. Естественно. Если в школе есть предмет моносоведения, это, ну, и по другим эпосам, да, это приближает, это делает вот как бы восприятие уже не прошлое, не старое, не древнее, это эпос, а он вот так же, как и литература. Ну да, и это способствует, ведь осовременивает даже, да, можно так я сказать. согласен с вами. Вот смотрите, если бы, скажем, до нашего времени дошли люди, которые бы наизусть знали Гомера, это было бы унижением для культуры или для этноса? Я не думаю. Конечно. Это, наоборот, это было бы, в общем-то, очень высоким показателем, очень степени развитости и достоянием культурного наследия этого народа. Этим надо гордиться. И я знаю, что в этом и ваша заслуга же, да, вы, когда возглавляли министерство, ну да, это при вас же, да? Было? Да, это в мой период, конечно, но это связано вообще с этапами, скажем так, национальной системы развития национального образования, ну, нашего, там, скажем, именно на территории Кыргызстана. Это было обусловлено особенностями исторических этапов развития самого нашего кыргызского государства. Если посмотреть, когда все-таки, так вот, скажем, в Академии наук уже с момента Кыргызстана, с момента его оформления, советская власть, которая, в принципе, ну, иногда критикуется с точки зрения, там, скажем, того, что она допускала иногда вот такие вот моменты непризнания там, национальных окраин в качестве там, полноценных там, и так далее. На самом деле такие масштабные личности, именно российские ученые, которые впервые записали и являются носителями информации о них, деятельность таких крупных российских тюркологов, как Радлов, Потанин и, скажем, таких вот исследователей, которые способствовали первым записям и изучению Манаса, это исторически это не кыргызы. Кыргызы — носители этой культуры, выдающиеся сказители, слава Богу, благодаря этим исследованиям на русском, в первую очередь, языке, получили мировую арену и признательность, а потом уже сформировался отряд таких вот исследователей первых, которые и сформировали начало этому, скажем, направлению науки, как монасоведение. То есть это не потому, что вот мы это все придумали сами, а это исторические этапы формирования направлений гуманитарного профиля в Кыргызстане привели к тому, что эта наука должна была сформироваться, если труды этих ученых и исторические, и чисто филологические, и тюркологические у всех крупных ученых
этот этап как бы заложен в основу это изучения культуры этого этноса и истории, там, скажем, а в плане этнографии и всего остального, ну, Манас он пропитан, как и Нургун Ботур, насквозь именно вот такими, скажем, знаниями. А вот умение найти, еще раз популяризировать, изучить поглубже основу этих знаний, это задача чисто научная. Почему не студенческая, скажем, в данном случае, или не школьная? Нет такого запрета, по большому счету. Вот я обратил внимание, когда был в Бишкеке, есть такие скверы, где стоят памятники Манаще. Ага, это, мне кажется, тоже очень, ну, даже, мне кажется, завидно нам. Ну, У я нас в думаю, Якутске этого нет. Да. Ну, я думаю, они Ланхасу там. появятся. Дело в том, что в данном случае вопрос состоит просто в популяризации. Это Да. раз. Второе в том, что отношение к этим людям составляет основу, скажем, такого вот национального мировоззрения тоже. Вот кто такие сказители? Вот по моей классификации. Конечно, для этого потребуется, скажем, определенный период, или, то есть не период, а определенный уровень осознания вот таких понятий, как эпическое знание, эпическая культура, эпическое сознание, все эти вот моменты. Так вот, Манасче — это носители этой эпической культуры, это эпическое знание, то есть то знание самого пласта этой такого вот сюжетного, художественного. И это люди, которые являются необычными людьми, а носителями этого такого уровня вот, художественного миропонимания. Потому что никто не скажет, что они там, скажем, да, нет, это обычный человек. Это обычный человек, 36 тысяч строк Нургун Ботур не может помнить, да и не обязан этим заниматься. А это уникальное знание, которое находится в художественной памяти этого человека, предполагает, конечно, чтобы его как личность возносили, потому что он, как носитель такого этнического, ну, скажем, осмысления мира. Потому что Манас — это не просто текст, как и Нургун Ботур тоже это не просто текст, это элемент осмысления окружающего мира, это философия в художественном таком вот отражении. И такие люди достойны того, чтобы их, ну, скажем так, вот, увековечили в виде памятников, как носители. Это и реальные люди, которые, благодаря которым 63 варианта эпоса Манас были записаны, и, естественно, два из них по своей масштабности, по художественной ценности просто не имеют себе равных. Вот Манас и Гессер тоже есть, да? Да, есть Очень такие много. сравнительные Да, исследования, да. конечно. Гессер монгольский. Монгольский, Ну, в какой-то степени монголы, те же самые тюрки в историческом своем моментах соприкосновения, но это монгольский эпос и героизм Гессера, он равен также героическому пониманию этой собственной национальной истории, кыргызскому и якутскому. Поэтому не существует, скажем так, соперничества между самими эпосами. Слава Богу, этого нет. Может быть только соперничество научное и эстетическое, в данном случае художественное. А это уже дело самих носителей этой культуры. Вот в Якутске институте Алонхо вам исполнили якутский эпос. Да. Наш автор Юрий Борисов. Как вам, ваши впечатления? Ну, я впервые живого, как по терминологии фольклористов, этого Аланхасута слышал, Борисова, да? Да. Я вижу, что это молодой человек. Ну, сравнительно молодой, потому что, по идее, он достиг очень высокого уровня, скажем так, художественной зрелости. И, как я и предполагал,
он носитель не только, вот, скажем, эпического текста. Есть большая ошибка воспринимать эпос только как текст. И это нас приводит к сужению вообще поля изучения. Потому что эпос не только текст, это и музыка, это и ритм, это и жестикуляция, это и актерское мастерство в целом. И вот это я увидел полностью в Юрии. И был очень глубоко поражен его возможностями. Потому что в Манасе тоже нет музыкального сопровождения, нет там ни топ-шура, ни комуза, как есть. Есть музыкальный ритм, голос, есть жестикуляция, мимика. Это все составляет неотъемлемые компоненты живого исполнения Манаса. Потому что текст, когда читаешь, это одно, а когда ты слышишь исполнение, это уже целый комплекс. Вот, скажем, знаете, я как-то столкнулся с таким сравнением, как исследователь, что, скажем, словесный этап развития культуры привел к тому, что исследователи раздробили, скажем, все эти вот художественные творения на жанровые там различия, на вариативность, там еще какие-то признаки. На самом деле восприятие должно быть целостным полностью. Мы идем в театр почему? Чтобы взять, сравнить текст, насколько Чехов через текст и на сцене, это две разные вещи. Нельзя понять величие Баха через ноты, чтение нот. Это вообще несовместимые вещи. Поэтому вот то, что мы имеем возможность Олонхо слышать в его живом бытовании, как он был и жил среди народной культуры саха якутов, это большее удовольствие, я не знаю, потому что это театр одного актера, это и голос, это и умение эмоционально передать, это и актерски сыграть, потому что я видел, когда он рассказывал монолог, ну, например, такой вот сюжетный элемент, вот как филолог, эпосовед, я сразу понял, что, скажем, это речь богатырского коня, обращенная к своему хозяину, она встречается во многих тюрко-монгольских эпосах. Но то, как это сделал Борисов, когда он исполнял эти вещи, и с особой жестикуляцией, с особой мимикой, голос у него изменился, это было нечто, что меня еще раз убедило в том, что я занимаюсь очень интересными вещами, по большому счету. Сопоставление этих вещей. И я еще раз убедился, что носители эпического фольклора и живые исполнители — это люди, которых надо беречь, которых надо не просто записывать текст, а вот его в целом комплексе сохранять. Вот они достойны больше того, чтобы я выступал. Лучше бы они здесь сели и начали сказывать, и больше людей бы смотрели живое исполнение. Тогда бы я был избавлен от того, чтобы в студенческой аудитории или здесь вот в этой студии рассказывать эти вещи таким образом. Эпос заслуживает того, чтобы его слушали. Это другой уровень восприятия. Но очень много сделано в Кыргызстане, да, по Манасу, и многие за рубежом Кыргызстана, и мы тоже воспринимаем родина Кыргызстана — это родина Манаса. Манас — это вот Кыргызстан. Образ такой создался. Именно Это вот, правильно, вполне правильно, и очень хорошо, что этот образ сохраняется. А важнее всего, что делается для того, чтобы этот эпос не стал, как некоторые эпические сказания, просто, ну скажем так, относят к вымершим или мертвым эпическим сказаниям, которые когда-то, даже уже первые, так вот, те, кто обращал внимание на текст, Калевалу сформировали уже тогда, когда самих носителей эпического знания уже не было ни одного. В этом отношении и якутский Олонхо, и кыргызский Манас
судьба более удачна. Живы наши Да, это сказители, живо, да. комплексное восприятие этих эпических сказаний еще сохранилось. И вот благодаря тому, что обращается внимание на то, что молодые сказители еще есть и создают, и творят сами еще какие-то Да. элементы этой эпической традиции, говорит о том, что эта нация имеет тенденцию сохранять свою длительность. Не станет ни мертвый, ни язык, ни носители этой культуры, и ни само произведение не будет уже существовать только на полках. Хоть оно и красиво, конечно, что на полках, но жалко, что нет носителей, и мы не можем никак услышать это, как звучал этот эпос на самом деле. Да, совершенно верно. И вот ну, Якутию, Кыргызстан очень многое связывает, вот в том числе, да, вот переводы Да. Манаса, Да, Ломхо, да. на Мне, языки, Кингис Айтматов, Ну да, да, так что... это, конечно, масштабные личности и, скажем, вклад. То, что делается в переводах. Я очень рад, что был в свое время осуществлен этот мощный проект, когда Нургун Буатур стремительный был переведен на кыргызский язык. И сделана публикация замечательная, которой можно гордиться. И достаточно высоко оценена. Это была публикация и в научной среде Кыргызстана, и среди тех людей, которые, как бы ни было, любят эпос нашей республики, потому что есть на что ориентироваться. И то, что этот эпос состоит из 36 тысяч строк, в кыргызском переводе, так же, Да. как и в русском, то есть в якутском, Да. саха-якутском оригинале, это, в общем-то, масштабный труд, который был сделан, и надо стремиться к тому, чтобы, конечно, эпос должен быть переведен и на все языки мира, если они хотят этого, скажем, и могут это сделать. Это задача как раз института Улонхо, это задача института в составе нашей Академии наук, это задача общественного института Манаса и Чингиза Айтматова. И чем больше таких вот, в общем-то, организаций, которые заняты этим трудом, тем лучше это для сохранения вообще фонда, культурного фонда в целом, общемирового масштаба. Не случайно за всем этим стоят не только государственные гранты, не только деятельность меценатов, слава богу, есть забота и на высшем уровне таких структур, как ЮНЕСКО, которые поддерживают эти мероприятия. И я думаю, что в этом плане у наших якутских братьев есть, в общем-то, такой вот, в общем-то, пример, к которому надо стремиться. И вы уже достигли этого, потому что благодаря деятельности здесь, в Якутии, вот, и научной, и художественно-культурной общественности Саха-Якутии ЮНЕСКО все-таки признала Улонхо шедевром нематериальной культурного наследия всего мира. Это войти в список мировых этих эпических культур, это тоже многого стоит. И я думаю, что, конечно, якутский Улонхо, он богат художественно. Нельзя сказать, что я так глубоко понимаю все эти художественные ценности, но поскольку я все-таки ставлю на первый план в эпических культурах их сохранение, живое бытование, и убедившись, что эпос Улонхо еще живет, и еще в таком исполнении, в котором мне удалось услышать, это наполняет меня радостью и гордостью за культуру наших братьев. Большое спасибо за такие слова, за такую оценку. Ну и еще Якутию и Кыргызстан связывает Максим Кирович Амосов. Да? Ну это уже, такая вот политическая история, советского, начала советского периода. Это очень важно, что, вот скажем, ведь политическую историю сейчас, к сожалению, пытается перелистать, перечитать, иногда даже вычеркнуть. К сожалению, так вот сложилась судьба первых основателей кыргызской государственности, которые были подвергнуты
репрессиям. К сожалению, вот в этих репрессиях оказались лучшие, яркие представители кыргызской и культуры, и политической культуры, в том числе, Да. и политики, которые... И очень жаль, что, скажем, вот свой период деятельности, когда короткий, конечно, период деятельности Амосов был в Кыргызстане, конечно, отражение определенное это нашло в исследованиях такого плана, как политическая история Кыргызстана, какие-то отклики об этой деятельности были и оценены на определенном уровне. Но очень жалко, что, в принципе, в средствах массовой информации, в формировании этого образа, в сохранении этого политического наследия или даже просто, скажем так, вот этой деятельности, значения этой деятельности этого человека, ну, в свой период, Да. когда он работал, и последующий период исследовательский, для тех, кто занимается политической историей, это важно. Но наступило время, наверное, переосмыслить по-новому эту деятельность, показать, насколько это было тяжело для людей того времени. Ведь эта политическая история очень сложная. Конечно. Столкновения, обвинения. Либо ты националист, либо ты не националист, а просто патриот своего народа и своей государственности. И, можно сказать, они ходили по лезвию бритвы. И эти люди заслуживают того, чтобы они говорили. И я думаю, что вот тот проект, который назревает, я надеюсь, что его поддержат, потому что благодаря таким людям и сохранилось. Вот недавно вы отмечали годовщину 70-летия высшего образования. Нет, 90-летие. 90-летие, да, высшего образования. Это создание педагогического института. Да, да, это же система, в принципе. Да, Через да. этих людей в целом поддерживалось это распространение и укрепление этих вот основ, собственно, и даже самой государственности. И я думаю, что надо, я думаю, что поддержать такой проект. Я был бы рад. Я сделаю со стороны Национального университета Кыргызстана, научной общественности Кыргызстана, все для того, чтобы вот деятельность этого человека, в первую очередь на той территории, которую он ее начинал, среди граждан Кыргызской республики того периода, чтобы его деятельность имела такое более полноценное отражение. Конечно, были сделаны определенные вещи. Оказывается, вот вы говорили, что установлен бюст. Да. Но я вам скажу, что бюст это не самое, в общем-то, соответствующее масштабу деятельности этого человека отражение.